Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. В последнее время вокруг народов Кавказа начали строиться разного рода мифы, связанные с русско-кавказской войной, и галгаевский народ не стал исключением. Некие блогеры, которые никакого отношения не имеют к этому народу и к Кавказу в целом, вдруг возомнили себя знатоками истории Кавказа и решили навязать галгаям, что они якобы всецело поддерживали Российскую империю против кавказцев и были ее подданными, что является откровенной ложью и фальсификацией истории. Это, по моему мнению, является тяжелым преступлением и оскорблением по отношению к галгаевскому народу со стороны этих блогеров. Такое же преступление мы увидели по отношению к балкарцам. Я не знаю, что движет этими людьми и какие у них интересы, и в первую очередь я бы хотел затронуть отрывки комментариев из книги российского военного историка и публициста Фадеева «60 лет Кавказской войны», которая была издана в 1860 году. Отрывок 1. Несомненно, правы окажутся те, кто скажет, что ингуши в 1770 году признали над собой российскую власть. Но правы они будут лишь отчасти. Дело в том, что в те времена Российская империя знала различные племена, позже образовавшие ингушский народ, которые не имели над собой единой власти и управлялись избираемыми старшинами. Среди них назрановцы, карабулаки, галашовцы, ингуши, жители селения Ангушт, современное селение Тарское, Ако, Акинцы, Джерахи, Кисты, галгы, сеаринцы. Однако, эти немногочисленные условные образования распадались на еще более малые группы, тейпы, у каждого из которых были свои старейшины. Таким образом, совершенно очевидно, что всецело предки современных ингушей не могли подписать какой-либо договор о подданстве, просто-напросто не хватило бы бумаги для того, чтобы старейшины всех тейпов, всех обществ ее подписали. Про бумагу – шутка. Договор о подданстве за 1770 год был подписан лишь некоторыми ингушскими тейпами и не мог иметь никакого юридического воздействия на те общества, старшины которых договор не подписали. Отрывки 2 находим следующий. И мы действительно находим факты, подтверждающие наше предположение. Из копии рукописи неизвестного автора «Кавказ в течение 25-летнего царствования государя-императора 1855-1880 годов» говорится: давно покоренное общество назрановцев и полупокоренное общество галашовцев, карабулаков и ингушей находились в самом беспорядочном состоянии и держали у себя открытый притон разбойникам, откуда становится понятно, что предки современных ингушей до конца покорны Российской империи не были. Что касается назрановцев, мы находим в следующем отрывке, который сказано, что «Однако с назрановцами дело обстояло не так просто. Главнокомандующий Кавказской армией генерал-лейтенант Борятинский 6 июня 1858 года писал: назрановское общество покорилось правительству в 1810 году. Но, несмотря на покорность, не оставляло хищных своих наклонностей. Во всех разбоях и грабежах на ближайших дорогах и даже в самом Владикавказе всегда находились улики или падало подозрение, что назрановцы принимали в них участие. Более того, достоверно известно, что в 1856 году назрановцы штурмовали крепость Назрань, построенную Российской империей для наблюдения за ними. Как мы тут видим, российский автор говорит о том, что назрановцы участвовали в нападении на Назрановскую крепость, в то время как блогеры говорят, что галгы в этой крепости отбивались от горцев. Но это еще не все. Далее хотел бы с вами поделиться отрывками из воспоминаний русских офицеров. Первая цель действий этого отряда состояла в наказании горного племени галгаевцев, обитавших в истоках реки Асы и Фортанги. В предшествующем году они присоединились к Казимуле в его экспедиции на плоскость, а затем убили посланного к ним нашего пристава Константинова и 2 священников-миссионеров. Немало накопилось за ними грехов и в отношении постоянных нападений на военно-грузинскую дорогу. Тут говорится о том, что галгаевцы присоединились к Казимуле, Гази Мухаммад, убили пристава Константинова и 2 священников-миссионеров, но также тут говорится об их постоянных нападениях на военно-грузинскую дорогу. Этот отрывок является подтверждением написанной статьи про национальный состав войск имама Гази Мухаммада, в которой говорится, что «эта победа придала делу имама сильный импульс». В
течение следующих 2 месяцев его эмиссары провели успешную работу среди карабулаков, ингушей-полуязычников, не имевших с шариатом ничего общего, и кабардинцев. А ингуши даже сформировали отряд в 500 бойцов и перерезали русские коммуникации вдоль военно-грузинской дороги. Кстати, убийства пристава Константинова и 2 миссионеров упоминаются и в воспоминаниях царского офицера Торноу. Но и это еще не все. В следующем отрывке упоминается и то, что ингуши в 1840 году присягнули имаму Шамилю вместе с чеченцами. Также о лояльности большей части галгаев к Шамилю упоминает генерал Граби. Вся Большая Чечня к нему, к Шамилю, передалась, равно как мечиковцы и ичкеринцы и многие ауховцы и качкалыковцы удерживаются в повиновении только присутствием нашего отряда. Некоторые из карабулакских и ингушевских деревень, все галгаевцы и кистинцы также в большом волнении и содействуют тайно или явно возмутителю. В книге Российской академии наук «Кавказская война. Спорные вопросы и новые подходы» говорится о том, что галгаи договора с Россией не заключали и не считали себя подданными царской власти. А вот еще отрывок из донесения барона Розина. О галгаевцах известно об одном интересном случае, когда в июне-июле 1832 года, не желая покориться русскому ставленнику, они убили пристава Константинова и вместе с ним еще 2 миссионеров, а сами же скрылись в горах. Из донесения барона Розина от 21 июля 1832 года известно, что он дважды посылал к галгаевцам людей с приказом уплатить штраф и выдать виновников в смерти Константинова, и если в первый раз галгаевцы обещали подумать, то на второй раз ответили отказом. Скрываясь в своих горах, галгаевцы периодически вступали в бой с противником и делали набеги на военно-грузинскую дорогу. А вот донесение генерала Головина, адресованное графу Чернышову от 3 октября 1840 года. В настоящем положении дел на левом фланге линии, Чечня в особенности обращает на себя внимание, ибо там, кроме коренных ее жителей, гнездятся теперь все беглые карабулаки, назрановцы, галгаевцы и сунжинские и надтеречные чеченцы, и по призыву предводителя их Ахверды Магомы, сподвижника Шамиля, собрать могут значительные силы, хорошо вооруженные, вблизи военно-грузинской дороги. Помимо всех этих фактов, стоит ли мне говорить о том, что после окончания русско-кавказской войны среди галгай были многочисленные абрики, некоторые из них которые даже организовывали собственные отряды и вступали в битву с казаками или с отрядами НКВД. Будет ли народ, лояльный царской России и советской власти, нападать на казаков и на НКВД? А что насчет депортации? Зачем депортировать народ, который якобы добровольно присягнул царской власти? Эти и многие другие факты можно найти в свободном доступе в интернете, которые были собраны воедино в одну статью, и следовательно у меня возникает вопрос. Если даже в свободном доступе есть столько информации об участии галгаев в русско-кавказской войне, то что можно было бы найти в многочисленных исторических книгах галгаев, которые были варварски уничтожены проклятым Сталиным? Остается только догадываться. Но ясно одно, галгаи делали все, что могли для поддержки имама Шамиля в борьбе против оккупационной политики царской России, а утверждающий обратное является лжецом и преступником.